Сегодня нам хочется с вами поговорить про информационную культуру подростков и про проблему формирования ее. И я буду говорить не только как теоретик, но и как человек, который имеет практический опыт проведения Олимпиады по информационной культуре личности, то, что мы проводим вместе с нашими коллегами из БРИО, с Ольгой Михайловной, но об этом немножко потом. И огромное спасибо Татьяне Дмитриевне, очень интересно, потому что я прям хотела послушать, поэтому я сидела, слушала. И Татьяна Дмитриевна, она уже как бы говорила те вещи, о которых я тоже не хотела сказать, но очень быстро тоже я хотела обратиться к деятельности Натальи Ивановны, которая именно сформулировала определение информационной культуры личности, раз мы про нее начинаем с вами говорить. И поскольку вы все являетесь педагогами, библиотекарями и библиотекарями детских библиотек, то, конечно же, для вас это определение уже известно. Я не буду его уже называть, вы его знаете, оно на экране, но я хотела просто заострить некоторое внимание на тех вещах, которые мне показались интересны, и которые, я думаю, будут интересны вам, поскольку именно от этого будет зависеть, как правильно формировать информационную культуру личности, и правильно ли мы это делаем, поскольку мы работаем с вами, с детьми, с подростками. И почему получается так, что мы столько вкладываем в эту работу, мы проводим библиотечные уроки, и наши дети не обладают тем уровнем информационной культуры, который бы нам хотелось бы. С чем это связано? Вы видите на экране определение. Посмотрите, пожалуйста, я жирно выделила, что информационная культура личности – это система информационного мировоззрения, которая направлена на самостоятельную деятельность по оптимальному удовлетворению индивидуальных информационных потребностей. Я немножечко ускоряюсь, не полностью, чтобы понимать, что вы тоже уже устали. И вот обратите внимание, что Наталья Ивановна, она будет такой термин, как информационное мировоззрение. Я сейчас дальше буду говорить про информационную грамотность, про термин, который используется в западных странах. И вот именно вот этот термин, информационное мировоззрение, он будет отличаться. Он отличает нашу информационную культуру от информационной грамотности. Информационное мировоззрение – это мотивация, самое главное слово – мотивация деятельности человека, которая определяет успешность его информационной подготовки. Мы говорим о том, что человек должен быть мотивирован. И информационное мировоззрение обеспечивает целостность традиционной нашей с вами книжной, библиографической и новой информационной культуры. Уже говорили сегодня о том, что в западных странах используется термин «информационная грамотность», но этот термин, он несколько уже, чем информационная культура личности. Да, мы говорим про информационную грамотность, то, что это умение работать с информацией, это умение выполнять какие-то определенные действия, какие-то задачи, которые стоят перед человеком, с помощью того, что мы эффективно ищем информацию, с помощью того мы можем ее организовать каким-то образом, мы можем ее интерпретировать, проанализировать, мы можем оценить с вами точность, надежность, достоверность источников информации, которую мы с вами получаем. И в дальнейшем мы можем каким-то образом применить эту информацию, подготовить что-то, и таким образом мы с ней работаем. Опять я возвращаюсь к деятельности Натальи Ивановны Гентиной, и она очень четко проводит различия между информационной грамотностью и информационной культурой личности. Информационная культура личности состоит из информационной грамотности, то, о чем я говорила, это поиск информации, анализ, интерпретация, оценка, передача, ее использование. Это обязательно формирование информационного мировоззрения. То есть это мотивация человека или того, кому мы хотим сформировать информационную культуру, на самостоятельную информационную подготовку. Это ценностное осмысление отношения к информации. И способность человека создавать новые информационные продукты и творчески их использовать. То, чего нет в информационной грамотности. Это то, что по итогу того, как человек использовал информацию, нашел ее, переработал,
он на основе нее может что-то сделать, то есть создать какой-то новый информационный продукт. Пусть это будет реферат ребенка, пусть это будет какое-то эссе, пусть это будет, например, для наших студентов курсовая работа. Понятно, что курсовую работу, предположим, наши студенты пишут, используя готовые уже источники информации, но если правильно их найти, если их правильно переработать, то получается новый интеллектуальный продукт. И Наталья Ивановна, она говорит о том, что информационная культура личности, она базируется, есть традиционные компоненты, которые всегда были, они всегда будут. Это культура чтения, это библиографические знания, о которых мы с вами говорим, и компьютерная грамота. Ну и вот почему же не получается сформировать информационную культуру личности? Я тут, наверное, больше как студент, помогите. Приходит ребенок в библиотеку, мы начинаем его загружать информацией. Что такое каталог, что такое библиотека, что такое книга, что такое база данных, поисковые системы. И это все идет, сегодня говорили о информационном взрыве. То есть ребенок, который сидит в библиотеке, мы пытаемся в него это все впихиваем. Что происходит в ВУЗе? Нам приходят абитуриенты бывшие, садятся. Библиотечный урок. И мы опять начинаем. Вот это каталог, это электронно, это база данных. Я не говорю уже там про библиографические пособия, про которые вообще как-то мы забыли, я не вообще где-то там существует отдельно жизни. Это справочные издания. Понятно, ребята? Да, понятно. В результате ситуации, когда у нас взрослые подростки не умеют пользоваться ни каталогами, ни картотеками, они не знают, как правильно сформулировать ключевые слова. Они не понимают, как писать в интернете. И это не пустые как бы слова, а это проверено на практике. То есть я сейчас дальше буду вам представлять результаты нашей олимпиады по информационной культуре личности, и это все вылазит на поверхность. В чем же проблема? Почему это так? Вот Наталья Ивановна очень умную мысль сказала. Я не знаю, мне как-то вот я вчера тоже еще прям так это такие простые вещи, и эти простые вещи, они, наверное, больше всего поражают. Формирование информационной культуры строится исходя из информационных задач пользователя, который должен он решить свои учебно-профессиональные досуговые деятельности. То есть, в первую очередь, ребенка надо заинтересовать не то, что это каталог, не рассказать отдельно, что это там библиотека, там, что-то справочное издание, а показать ему, что у него есть определенная информационная задача, которую он должен решить. И вот эту информационную задачу можно решить с помощью каталога, с помощью справочного издания, с помощью библиографического пособия и так далее. Когда ребенок осознанно, мы говорим с вами о формировании информационного мировоззрения. То есть это не просто знание, что есть там каталог, он там карточки по алфавиту, есть библиографическое пособие, это там записи там, по какому-то принципу сформированы. А то, что ребенок понимает, что для того, чтобы написать реферат, я должен найти литературу. Для этого я должен прийти в библиотеку, как минимум, должен воспользоваться каталогом, ну или зайти в электронную библиотеку, или должен я найти справочные издания и им воспользоваться. И на основе этих источников я могу сделать что-то, создать. Когда он будет это понимать, что в библиотеку он приходит не потому, что учитель проводит классный час, или учитель договорился с библиотекарем, у библиотекаря есть какой-то план, у учителя есть какой-то план, что надо провести мероприятие. Когда группа приходит в класс, приходит в садик и говорят, вот, то есть все мероприятия, которые мы проводим, они должны быть направлены на то, чтобы сформировать информационное вот это мировоззрение. То есть осознанный поиск информации, то есть осознанное понимание, что информацию нужно найти где-то. Ну, быстро, наверное. У нас есть с вами профессиональный стандарт. В этой аудитории, я так понимаю, сидят педагоги библиотеки, школьные библиотекари и библиотекари из детских библиотек. Поэтому на слайде вы видите два профессиональных стандарта.
Первый профессиональный стандарт – это специалисты в области воспитания, которые предназначен для школьных библиотекарей, для педагогов библиотекарей. Второй – стандарт специалист по библиотечной информационной деятельности, который используем мы все, кто находится в общедоступных библиотеках. Я тоже вытянула, не стала анализировать весь стандарт, я вытянула только те трудовые задачи и те трудовые функции, которые каким-то образом касаются формирования информационной культуры наших пользователей, наших читателей. Ну, например, есть у нас трудовая функция стационарная, нестационарная, дистанционное обслуживание пользователей библиотеки. Какие трудовые действия? Это одна из трудовых действий. Консультирование пользователей библиотеки по правилам составления запросов, методики поиска информации о документах, справочном поисковом аппарате, электронных ресурсах библиотеки и так далее. Что надо уметь? Надо уметь формировать читательскую культуру, о чем мы говорим, да, постоянно говорим все время про чтение. Это формировать информационно-медийную цифровую грамотность пользователя. Что надо знать? Надо знать вот эти вот методики формирования читательской культуры и информационной грамотности. Причем, обратите внимание, везде по стандарту употребляются разные термины, да? То есть информационная культура, читательская культура, информационно-медийная, цифровая грамотность, информационная грамотность и так далее. Но неважно, смысл этого все равно понятен, о чем идет речь. Следующее. Трудовая функция библиотечное информационное обслуживание детей, между прочим, которое касается вообще всех. То есть неважно, где мы с вами, в какой библиотеке работаем. Трудовые действия, осуществление работы с пользователем по развитию читательской культуры, медийной, информационной и цифровой грамотности. То есть это наша с вами прямая обязанность. Умение использовать формы, методы по развитию читательской культуры и так далее. И знания. Мы должны знать принципы формирования медийной, информационной и цифровой грамотности наших пользователей. Ну, в данном случае мы говорим про детей. Еще одна трудовая функция, она обобщенная, связана с библиографической информационно-аналитической деятельностью библиотеки. Но здесь тоже мы говорим об информационном обслуживании, стационарном, дистанционном режиме пользователей библиотеки. То же самое, трудовые действия, проведение консультаций и мероприятий по формированию информационной культуры наших пользователей, консультирование пользователей по работе с различными электронными ресурсами, в том числе ресурсами, которые размещены на сайтах наших библиотек, и создание из библиотеки, смотрите, какой интересный термин вводится, условий для информационного самообслуживания наших пользователей. То есть наши читатели должны прийти в библиотеку, и для них должны быть созданы все условия для того, чтобы они смогли удовлетворить свой информационный запрос. То есть они могут воспользоваться справочными, они могут воспользоваться каталогом с картотеками, библиографическими пособиями и так далее, и так далее, и так далее, с тем, чтобы цель у них одна. Информационная потребность должна быть удовлетворена. Ну и умение методика опять, и мы говорим о том, что мы должны знать. Очень хотелось бы, поскольку я все-таки педагог вуза, мне очень хотелось обратить ваше внимание на то, что все-таки профессиональное образование, оно просто необходимо всем библиотекарям, потому что без знаний основ, без знания основных технологических процессов библиотеки очень, наверное, тяжело организовывать процесс работы в любой библиотеке. Мы как все закончили музыку, поэтому, конечно, мы это знаем. Спасибо вам большое. А какие вузы? Не все. Вот минимальное количество. Очень малое количество. Да? Нет, конечно, да. Так, и профессионально, к сожалению, это сейчас больная, я могу об этом говорить очень долго, я просто одну фразу кину. Это больная проблема в том, что у нас сейчас нивелируется роль профессионального библиотечного образования, и в библиотеках работают специалисты разных профессий. Это, с одной стороны, здорово, потому что это привносит новые, новое развитие библиотек. Но без знания, профессиональных знаний, которые даются именно
по профессии библиотекарь очень многого не используется. Я уже говорю, что я не буду сейчас опрашивать, но я думаю, что никто из вас практически не пользуется библиографическими пособиями и, возможно, даже не знает, что это такое. Я не буду говорить о том, что в наших библиотеках практически нет хорошего поискового аппарата, а что в него входит, я тоже не буду говорить. То есть я не говорю, что это плохо, но без этого работа библиотеки, она очень затрудняется, потому что специалистам приходится изобретать велосипед. То есть люди без профильного образования, они методом проб и ошибок начинают, наверное, изобретать то, что давно изобретено. Это приходите учиться. Следующий. Вот сейчас студенты сколько в институте культуры? На библиотеке? 7-10 человек. Ну, на научной форме обучения. Научной. 12 человек, на заочной мало совсем. Это уже вопрос нашего комиссионника. Да, ну ладно. Второй стандарт – это то, что касается уже непосредственно школы и библиотекарей. Я думаю, что вы все эти стандарты знаете. Специалист в области воспитания. И у вас выделено всего лишь несколько трудовых функций. И одна из важнейших – это проведение мероприятий по воспитанию обучающихся информационной культуры, которая предполагает разработку программы по развитию информационной культуры школьников, консультирование по использованию различных элементов справочно-поискового аппарата, ну и так далее. И вторая очень важная функция, про нее сегодня все время говорили, это про то, что мы должны с вами проводить мероприятия по развитию обучающихся интереса к чтению. То есть без этого мы должны, то есть это две наверное, зависящие от себя функции, которые мы делаем. Далее хочу немножечко обратить ваше внимание на федеральный государственный образовательный стандарт по среднему общего образования. Я тоже не стала очень подробно на нем останавливаться, просто выдернула. Вот мы взяли дисциплины, которые изучают у нас ребята. А вот мы выдернули предметные результаты, которые они должны, ну, некоторые, да, так касается нас, то, что они должны, чем они должны овладеть. То есть они должны овладеть умениями поиска информации в источниках разного типа. Они должны научиться представлять тексты в виде тезисов, конспектов, особое внимание, аннотации, рефератов, ну, сочинения я молчу. Они должны научиться сориентироваться в различных источниках при поиске информации по различным предметам. Ну и как информатика, да, собирать представления о способах хранения, обработки информации, о том, как к ней получить доступ и как научиться с ней работать. Ну и тоже хочу сказать, что когда ребята приходят на вуз, у нас тоже есть свои профессиональные компетенции, которые мы тоже им даем. И одна из компетенций, которая проходит практически по всем нашим направлениям, это способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры. То есть у нас получается, что у нас на протяжении всей жизни ребенок, он, ну, вообще вот гипотетически получается, что мы начинаем формировать информационную культуру в школе с младшего возраста и переходим к вузу. И все это у нас, то есть мы должны получить в итоге человека, у которого очень высокий уровень информационной культуры. Ну вот, теперь мы переходим уже к практическим результатам того, как мы можем проверить результаты информационной культуры наших студентов. На протяжении уже нескольких лет вообще республиканская олимпиада по информационной культуре личности проводится в нашей республике уже более 10 лет. Но на уровне республики мы ее проводим, когда министерство, под эгидой Министерства образования, мы ее проводим 3 года. Участниками у нас выступают учащиеся СОЖ Республики Бурятия. Это ребята 5-11 классов. За 3 года это, я здесь написала, более 9 тысяч, неправда, уже более 10-11 тысяч участников, если мы берем участников всех этапов. Это 3 этапа: школьный, муниципальный, республиканский. К
сожалению, с прошлого года школьный этап у нас куда-то пропал, и у нас осталось только 2 этапа: муниципальный и региональный. Ну, хотя бы так и то, слава богу, что есть, и хорошо. И разработчиками задания Ольга Михайловна, спасибо огромное, выступает ПРИОР и наш институт культуры. Вот. Так. Когда мы приступили вообще к разработке заданий по Олимпиаде, было достаточно тяжело, потому что дети все разные, с 5 по 11 класс задания у нас вообще вставали, мы не знали, с чего начинать, поэтому, конечно же, нам на помощь пришла, опять-таки, работы Натальи Ивановны Гендера, на которой мы стали опираться, и вот на ту модель курса, которая была ею предложена, разработана, на протяжении которой должна быть, по идее, реализована с 1 по 11 класс. Мы все с вами понимаем, что она у нас совершенно не реализуется. То есть реализуется, возможно, в школах какие-то кусочки, то есть у нас нет возможности ее реализовать. Но мы решили все равно, понимая то, что педагоги, библиотекари, школьные библиотекари работают в этом плане, что работают медики в этом плане, мы решили все-таки взять ее за основу. И как раз-таки вот вы видите разделы идут по модели и вопросы, которые мы задавали ребятам. Первый опыт проведения Олимпиады, муниципальный уровень, нам совершенно не понравился, потому что было очень много высоких результатов. Мы сделали просто тестовые задания. Тестовые задания, насколько я помню, мы проводили вообще через систему тестирования. Но у нас было очень много выступальников, у нас были вообще все светилы. И когда они приехали к нам на региональный этап, потому что на региональный нужен этап очный, оказалось то, что наши выступальники, они, к сожалению, практически не смогли особо ответить на вопросы, они были не готовы. Поэтому мы полностью переработали концепцию нашей Олимпиады. Мы в основном делаем минимальное количество, причем во всех, в этом году как-то мы были вообще отстранены от муниципального этапа, да, мы больше как бы на республику работали, но в любом случае, когда мы это делали, мы делали минимальное количество тестовых заданий, которые можно было бы где-то там посмотреть. В основном все задания были связаны поискового характера. То есть вся проведение Олимпиады рассчитана на то, что ребенок сидит в интернете. То есть нам не нужно было, нам не нужны были ограничения, чтобы там закрыть интернет, чтобы мы там не пользовались, чтобы там жесткие. Мы говорили, нет, пусть не все будет. Телефоны, там, компьютеры, там, что угодно, но лишь вот они сидели у нас и выполняли задания. Задания все поисковые. Сейчас буду объяснять, что такое. Вы видите на слайде, да, то есть там и по определениям немножко, и по каталогам, по картотекам, как правильно искать, состав библиографического описания, там, и так далее, и так далее, и так далее. И 2 вида вопросов. У нас были сложные вопросы и легкие вопросы. Что такое легкие вопросы? Например, вопросы, где надо просто ответить на что-то. Это вопросы без описания алгоритма. То есть особенность нашего этапа, когда особенно поисковые вопросы, мы всех ребят просили, это было обязательным условием, прописать алгоритм выполнения заданий. То есть чтобы мы понимали, что ребенок идет в правильном пути, даже если он ответ получался иногда неверно, но мы видели, что ребенок понимает, как правильно это сделать, мы могли какие-то баллы уже поставить. Здесь простые вопросы. Поиск информации просто в любом каталоге картотеки. То есть какой-то запрос, ключевое слово по запросу они пишут. Поиск в поисковой системе. Вопросы на установление правильного соответствия, несколько там теоретических вопросов. Но больше всего нас заинтересовали вот эти вот сложные вопросы. Сложные вопросы, они на то и сложные, что не все ребята с ними справляются. Это многоуровневый поиск информации в электронных каталогах, в электронных библиотечных системах, справочных изданиях различных баз данных. То есть мы формулировали вопросы, мы старались сделать так, чтобы наши ребята не только
участвовали в Олимпиаде там, ради участия, а чтобы по ходу Олимпиады они знакомились с различными ресурсами интернет, которые им будут полезны в дальнейшем. Вот это основная задача. Дальше сложные вопросы категории – это составление аннотаций ключевых слов, обобщение информации. Это, и дальше мы тоже варьировали. Где-то мы составляли список литературы по заданной теме, где-то мы составляли вопросы к отзыву и так далее. Старались тоже разнообразить все эти вещи. Какие мы использовали порталы, сайты для формулировки заданий? Прежде всего, конечно, мы выходили на сайты наших самых крупных, известных библиотек, которые занимаются обслуживанием детей и молодежи. Это Российская государственная детская библиотека, Российская государственная библиотека для молодежи, Национальная электронная детская библиотека и так далее. Это обязательно 100% вопросы по сайтам библиотек Республики Бурятия. Берем все библиотеки крупные и всегда по ним формулируем запрос. Дальше мы стали расширять спектр. Нам было интересно, чтобы ребята познакомились не только с библиотечными нашими, с сайтами такими, но и сайтами по культуре. В частности, у нас портал культуры Российской Федерации, культурный код мы использовали. Дальше обязательно мы работаем с каталогом Вебландия. Это фундаментальная электронная библиотека русской литературы и фольклор. И справочные издания, поскольку они тоже являются частью справочного поискового аппарата, и ребята их тоже должны активно использовать, мы, понятно, что мы берем именно электронные, хотим, чтобы они их узнали. Энциклопедические словари про Гауза и Фрона, словари литературных терминов, энциклопедия литературных персонажей в профиль, с российской энциклопедией. И мы постоянно стараемся что-то новенькое искать, новое добавлять, потому что нам кажется, что это интересно и для педагогов, которые потом общаются с детьми, и для самих ребят, которые узнают через это что-то новое, новые проекты, новые какие-то названия, и их используют. Примеры я приведу просто. Например, на основе какого проекта Центральной городской библиотеки можно найти информацию о местных писателях и поэтах. И обязательно условие, что ребенок прописывает ответ, то, что я говорила, и обязательно алгоритм выполнения. Мы смотрим, где он ищет. Например, перейдите по структуре литературной карты ЦГБ к такому-то объединению, найдите инициалы участника по имени Бумова. Воспользуйтесь электронным каталогом Национальной библиотеки для поиска книги по теме. И обратите внимание, идут сложные вопросы, то есть тут идет не просто они ищут, они осуществляют поиск потом в найденном, то есть уже сколько книг в 2018 году вышло. И так далее. То есть вы видите, что ребята могут походить по разным разделам и найти какую-то информацию. По справочным изданиям мы тоже обращаемся к разным справочным изданиям. Например, назовите автора статьи о Бурятии, размещенной в электронной версии Большой российской энциклопедии, какой процент населения Бурятии составляет буряты и сайоты. То есть они не только должны найти, но они и должны оттуда выявить какую-то информацию, то есть добыть ее. Категория сложных вопросов. Сложные, потому что на них практически никто не отвечал. Первая Олимпиада – это вообще нули были. Не составляют список, не составляют аннотации, не составляют план. То есть мы получали, у нас просто чистые листики были на этих вопросах. Вы видите, например, литературу по составке список. Не знают алфавит, наверное, дети, потому что список, если что-то есть, похожее на библиографическое описание, очень отдаленное, по алфавиту не могут расставить, не понимают, что надо за определенный период найти литературу. Самые честные ребята нам в последний раз находили списки готовые, вставляли их и очень честно вставляли ссылку на тот список, который они нам списали. Так, и я уже подхожу к завершению. Какие типичные ошибки допускают наши участники? Первая Олимпиада, которая была очная, и мы были свидетелями того, как выполняли ребята задания, такое немножко откровением шоковым для нас было, как они работают. Понятно, что основной источник информации при выполнении заданий – это поисковая система. Самое главное, что как они отвечали на вопросы. Они копировали вопрос в той интерпретации, как он у нас есть, вставляли в поисковую строку и искали. То есть даже если был вопрос, выйдите на сайт Национальной библиотеки,
определите раздел, в котором содержится электронный каталог. То есть у них даже как-то не срабатывало, что надо выйти, найти сайт Национальной библиотеки, выйти туда и найти, посмотреть там разделы. То есть они вбивали вот этот запрос в поисковую строку, и все, что первое выходило, а первое выходило не Национальная библиотека, это 100%, и они получали ответ, неправильно писали. И потом очень удивлялись, почему ответ не признан, ну, он же вышел. Дальше. Ну, невнимательность при изучении заданий, ладно. Дальше. Ребята не имеют навыков формулирования запроса и определения ключевых слов. Ключевые слова вообще они как таковые даже не понимали, как определять, что это такое. Ну, взяли, скопировали, поставили, все. Ни окончания не меняют, ничего вообще, просто идет вот такое. Дальше. Они совершенно не умеют выявлять достоверные источники. То есть если выходит там 10 первых, вот они первые там 3-4 сайта посмотрят, но они не понимают, что надо выйти на официальный сайт какого-то ресурса, что именно там. Очень часто там студопедии, там еще какие-то вот такие ресурсы непонятно какие, вот они туда заходят, что-то там смотрят, с ними работают. Не умеют они анализировать содержание даже одного сайта. То есть, вот, когда задания идут в рамках сайта, зайдите в такой-то раздел, зайдите в такой-то раздел, они не понимают, где там зайти, чем воспользоваться, где там что найти. Ну, электронные каталоги, вот первая у нас олимпиада, когда была, электронный каталог вообще никто не понимал. То есть не пользовались, либо вообще просто пропускали эти вопросы, то есть они были неинтересны. Недостаточный уровень использования справочной литературы. Основной источник для наших студентов является это Википедия. То есть, если написано, воспользуйтесь большой там, российской энциклопедией, мы ответ получали из Википедии. То есть они копировали и очень потом тоже удивлялись, почему неправильно, хотя я вот туда. То есть, и вот мы не случайно ввели вот эту графу алгоритм выполнения заданий, потому что он сразу нам показывает, правильно идет ребенок по тому пути или не по тому. К сожалению, вот Википедия у нас оказалась основным источником. Ну, отсутствие сформированных навыков аналитико-синтетической переработки информации за 3 года мы чуть-чуть перебороли, благодаря вам. Спасибо большое тем коллегам, которые принимают участие в нашей олимпиаде. Они уже приблизительно знают, каким заданиям готовить ребят. И последняя олимпиада, она показала, что несколько аннотаций мы получили, несколько мы получили правильных ключевых слов там, и так далее. Но вообще, как бы вот системно не видно, чтобы ребята это все видели. Списки литературы мы тоже, к сожалению, не умеем составлять, но я уже говорила. Ребенок не знает, что такое библиографическое описание. И я вот тут хочу поднять тоже проблему, коллеги. Я как-то не хочу там, как преподаватель, сказать двойку, не двойку и так далее. Вы просто задумайтесь, пожалуйста, кто из вас правильно библиографическое описание может составить на книге. Просто я работаю с очень с большим количеством заочников, которые работают в библиотеках. И к большому нашему сожалению, когда они приезжают, они не знают, как составлять библиографическое описание, хотя у них работает 5, 10, 15 лет в библиотеке. Я понимаю, что они с этим не связаны, возможно, по своим функциональным обязанностям, но тем не менее, хотя бы какие-то общие принципы они знают. Нет, я заканчиваю. Я завтра тоже улетаю. Мне хочется это все. Ваше желание. Я заканчиваю.